Assalamu alaikum. Geçe bizdin balvan jigitibиз Акжол Баатыр Олимпиаданын 2 жолку чемпионун, дүйнөнүн 3 жолку чемпионун жеңип чыкты. Бул жакшы жышан. Бир азаматтын жеңиши бир өлкөнүн туусунун көтөрүлүшүнө, бир өлкөнүн гимнин жаңгырышына себеп болуп атат. Ошондой баатырларыбыз көп болсун. Бул кийинки жаштарга шык берет, дем берет. Бүткүл депутат коллегалардын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бизге азыр жеңүү үчүн психологиясы аябай керек. Азамат Баатыр ушунун жолун жолдогон мыктылар көп чыксын. Спасибо тебе за эту схватку. Мы видим, как ты к ней готовился, как ты отдавался во время самой схватки и как она проходила. Твои ощущения и что дальше? Потому что я допускаю, что ты не совсем удовлетворен и хотел бы еще. Приветствую всех. Дорогие друзья, спасибо за эти эмоции, спасибо за противостояние. Я убежден, что это еще не все. Встреча, она, безусловно, сложилась в пользу Акжола. Но я продолжу пахать, трудиться, потому что убежден, что главный старт впереди. Спасибо. Это человек, на борьбе которого все мы выросли. И вот что я думаю, Акжол. Безусловно, это заслуженная, хорошая победа. Но что дальше, во-первых? И, я не знаю, но я бы хотел увидеть еще раз. Мне кажется, что люди хотели бы тоже увидеть еще раз это громкое противостояние. Потому что посмотри, что происходит здесь. Это благодаря вам обоим здесь так. Во-первых, всем салам алейкум. Урматтуу мен кыргыз калкым, баарыңыздарга чоң рахмат. Силердин келип берип, ушинтип бизге балет эткениңер, бизге күчүбүзгө күч кошуп, демибизге дем болуп атат. Силер ушинтип колдоп турсаңар, биз ойлойбуз, кыргыз спортчулары дагы да чоң жеңиштерге жетет. Анан турнир схватка боюнча айта кетсем, на русском скажу, чтобы всем было понятно. Да, спасибо, а то я начал кыргызский учить в моменте, когда ты начал говорить, поэтому... Это было дело принципа. Все мы ждали. Здесь не важно было, какую схватку мы должны были показать. Красивые броски. Это для меня не был приоритетом. Я хотел, чтобы мне руку подняли. Неважно, там 1-1, 0-0. Самое главное, это было дело принципа. Но я думаю, на этом мы не ставим точку. Я думаю, мы должны показать зрелище, которое люди, любители борьбы ждали. Сегодня было это дело принципа, но я обещаю, подойду к этой схватке еще в лучшей форме и покажу очень красивую борьбу. Эта схватка неизбежна, я думаю. Обязательно надо еще раз организовать эту схватку. На этом не ставится точка. Так что, уважаемые наши фанаты, любители борьбы, поддерживайте нас также. Я обещаю вам, что Роман на этом не остановится. Я знаю, какой он с характером. И несмотря на соперничество, он всегда поддерживал меня, звал меня на сборы. Он готов был обеспечить мою операцию, когда я получил травму. Это человек с большой сердцем. Он не просто двукратный олимпийский чемпион. Он очень достойный человек. Что я хочу сказать еще? Хочу сказать, Роман Власов, несмотря на соперничество, он мне показывал все свои приемы, учил меня, как стоять на партере. Все, он очень много мне научил, и я более хитрее был. Да, это не очень хорошо. Роман Власов как человек очень огромным сердцем. Я не смог себе такого позволять, показывать свои приемы. Он настоящий лидер, настоящий мужской характер у него, человеческие качества у него самые высокие. Спасибо за схватку. Спасибо всем болельщикам моим. Теперь добавим, что Романа обязательно теперь надо в обратную сторону позвать к себе, наверное. Нет такого? Я всегда жду. Да, я думаю, сейчас не до этого, но он знает, что я всегда жду. Хоть ночью, хоть днем.
хоть летом, хоть зимой, когда он приедет. Мы все готовы с командой, с семьей встретить его. Все его любят, все его уважают. Спасибо, что вы есть, друзья. Спасибо, что вы дали борьбе такой медийный и громкий толчок. Просто это люди, которые показывают, как правильно. Давайте их еще раз поддержим. Трость победителя. Трость Поддубного из рук олимпийского чемпиона и чемпиона мира Михаила Геразимовича Малиашвили. Ну что, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Это был 4-й турнир в рамках Поддубный рестлинг клип. Мы вели свою трансляцию из Алматы. Меня зовут Влад Загиви. Увидимся на единоборствах. До будущих побед!